Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. 29 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые грузино-абхазские вооруженные столкновения, ставшие следствием антиабхазской кампании, развернутой грузинскими лидерами. В результате кровопролития погибли 17 человек, 448 получили ранения. Многие свидетели этих событий были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно осуждены советскими судами за участие в национально-освободительном движении абхазского народа. Ирина Аршба продолжит тему. В истории нашего государства немало дат, повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 29 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в городе Сухум и других районах Абхазии впервые произошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовал ряд событий, апогеем которого стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятое Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего Государственного русского театра драмы студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуми ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих. Приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина. Туда вынуждено было прийти и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к адекватным действиям со стороны абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля, и акция прекратилась. Постараемся объективно разобраться и доложить Верховному Совету. Нет, мы посадим кого-то. Видимо, более солидного. будем слушать, по крайней мере, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы и руководство Республики Грузии и Абхазии по этим наболевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках «Абснохавши Советская Абхазия». Республиканская газета на грузинском языке «Сабчота Абхазети» решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там, в центре города, вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попадало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Среди них было много женщин. Примерно в 21 час 30 минут на них со стороны улицы Чавчавадзе последовало нападение до 1000 оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Впереди ехало 2 КАМАЗа с молодыми людьми, которые скандировали «Сакартвело». Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Были и жертвы. 17 человек погибли, 448 получили ранения. К нам 50 человек. Из них мы госпитализировали 19. 10 человек были у нас пострадавшие с дробовым ранением в области в основном головы, верхней половины туловища. 9 с ушибленными ранами. Всем им была оказана помощь, адекватная медицинская помощь. Отказов ни одного не было. И, в общем-то, все обошлось у нас
по медицинской части все благополучно. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Ачамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии, а к утру их было до 30 тысяч, попытались прорваться на помощь своим в Сухум. Но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост через реку Алзга и организовало оборону. Около часу-двух дня 16 июля к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуми состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айтгалара. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. В связи с решением правительства Грузии о создании так называемого санкционного списка от Хазория Татунашвили и необоснованное применение его в отношении к ветеранам войны и другим известным общественным и политическим деятелям Абхазии с последующими для них ограничениями, Высший совет АРУА предложил в ответ принять аналогичный список Алик Хишба, Давид Сигуа по имени людей, убитых и похищенных по заданию спецслужб Грузии со всеми вытекающими последствиями для обозначенных в нем лиц. Об этом, в частности, говорится в обращении Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов АРУА к Народному собранию и правительству республики. АРУА считает, что выбранный грузинской стороной путь санкционных списков не имеет ничего общего с усилиями международного сообщества по выработке мер доверия и еще больше осложняет ситуацию, ставя в тупик международных посредников. Как отмечается в обращении, данный список рассматривается как вынужденная мера на действия грузинской стороны. В предложенный АРУА проект списка Хишба-Сигуа включены граждане Грузии, причастные к военным преступлениям, геноциду и террористической деятельности в количестве 26 человек. Накануне президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве. На финал чемпионата мира глава нашего государства прибыл по приглашению организаторов. Перед церемонией закрытия прошла короткая встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина. В финале чемпионата встретились команды сборных Хорватии и Франции. Со счетом 4-2 французы победили и стали обладателями золотого кубка мира ФИФА. В результате ливневых дождей в минувшие выходные в западной части Абхазии из берегов вышли несколько рек близ Гудауты. В их числе река Гудоу. На том, какой ущерб нанесла река жителям и какие меры предприняты местными властями для их устранения. В материале Сарисмар. Это кадры, вышедшие из берегов реки Гудоу. На них отчетливо видно, до какого уровня она поднялась. Особенно пострадал район так называемой Замостянки. Вода зашла в дома настолько быстро, что все попытки людей спасти хоть какую-то часть имущества оказались тщетными. Первый этаж дома Анжелики Баханович затопило одним из первых на улице. Со слов женщины, река Гудоу вышла из берегов буквально в течение нескольких минут. Сильный поток залил дом по колено. Вся бытовая техника и мебель пришли в негодность. В этот раз очень долго она стояла, и за пару минут она заполнила дом. До подоконника была у меня вода. Вся мебель, что стояла, у меня все пропало, все опухло, мебель, это не вся техника в кухне, все новое. Я постоянно делать ремонт, но не в состоянии. Каждый раз я делаю вот так вот, что происходит потом. Дом же гниет от ила. Это же невозможно. Он весь отваливается, весь низ отваливается, плесенью покрылся. Местные жители говорят, подобное здесь происходит довольно часто. В сезон дождей уровень воды в реке поднимается и постоянно затапливает дворы и подвалы домов. Правда, на этот раз ситуация намного серьезнее. Вода стояла в домах несколько часов и оставила после себя не только кучу мусора и грязи, но и испорченную технику, мебель и стены со смытой штукатуркой. Пытались что-то поднять, что успели. Потому что она с таким напором пошла, что и сюда и пройти невозможно. Все стояли на дороге, сюда не зайти никуда. И везде лягушки, тараканы, все там у нас.
Это теперь, не знаю, пару месяцев вымывать. Все дни убираю, дезинфицирую, потому что у нас маленькие дети, еще маленький больной. И поэтому сидеть в грязи я не могла. Все, и ночью не спали, все мыли. Вы знаете, лет 10 назад, когда было сильное, прям первый этаж до потолка был, нам конкретно почистили речку. Лет 6 она не выходила. Вообще поднималась на уровне, но не топила. А потом 3 года назад или 4 зашла в дом, где-то вот так. И вот сейчас. Большой ущерб нанесен и 2 домам семьи Зухба. Со слов хозяйки Екатерины, ее супруг в первую очередь побежал вытаскивать из воды своего брата. Молодые люди не захотели говорить на телекамеру, но слов и не нужно, чтобы понять, в какой ситуации оказалась семья. Во всех этих домах с утра побывала комиссия, созданная в отделе строительства администрации Гудаутского района. По словам одного из членов комиссии от Гуратарба, за 2 дня уже поступило более 17 заявлений от пострадавших. После того, как комиссия завершит работу, материалы будут детально изучены, а затем будет определяться сумма возмещения ущерба для жителей района. Сария Смыр, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Близится к завершению реставрационной работы на одной из визитных карточек столицы Сухумской горе. Здесь скоро заработает фонтан. Приведена в надлежащий вид основная дорога. О ходе работ расскажет Рената Шакая. Каждую пятницу с апреля месяца на Сухумской горе проходили субботники. Спустя несколько месяцев коллектив столичной администрации завершил работу по уборке этого района. Теперь работу продолжат коммунальные службы. По распоряжению главы администрации столицы Адгура Харазия специалисты коммунального управления отремонтируют фонтан на Сухумской горе. Здесь остаются работы уже для специалистов, которые должны запустить фонтан. Уже приобретено оборудование, оно в пути. В течение недели прибудет все это оборудование, насосы, все необходимое, потому что новую линию надо проводить для того, чтобы фонтан заработал. Старой линии уже нету, она уже рассыпалась. Почему мы начали здесь проводить работы? Дело в том, что вообще исторически это было местом отдыха горожан, и мы хотим это место возродить с тем, чтобы наши граждане могли подниматься сюда, наслаждаться отсюда видом всего города, наслаждаться природой и отдыхать на этом месте. В 70-х, 80-х годах было нормой выходить на гору трудовыми коллективами, школами, другими организациями для уборки территории. Увы, время и люди безжалостны, даже к красоте. Человеческий фактор безразличия приумножает упадок былого величия Сухумской горы, и руководство столичной администрации решило взять шефство над этой территорией и возродить былую красоту одной из визитных карточек столицы. Я думаю, что такие места очень важны. Еще Герман Гессе говорил, что тот, кто не умеет отдыхать, не умеет работать. Он имел в виду отдых, когда человек духовно обогащается. Чтобы духовно обогатиться, ему нужна атмосфера, природная атмосфера, чтобы место, где он отдыхает, чтобы оно располагало к ней. Мы хотим людям сказать, что отдых – это не пьянка, а отдых – это природа, это общение. Поэтому мы хотим вернуться к тому хорошему, что у города было. Это не несет за собой никаких расходов. Это все мы делаем своими силами. Просто мы вкладываем свою физическую силу. Четверть века назад на Сухумской горе работал ресторан. Как говорят старожилы, попасть туда было совсем непросто. Столики бронировались заранее, иногда за несколько дней. Сейчас от ресторана осталась только забетонированная площадка с проржавевшим ограждением. Заработает этот объект или нет, сейчас сложно сказать. Возможно, когда-нибудь все же на этом месте появится ресторан. По распоряжению главы столичной администрации Адгура Харазия в мае началась посадка однолетних цветов. Одних только разноцветных петуний на набережной было высажено около 10 тысяч. В ближайшие дни сотрудники столичной администрации приступят к облагораживанию набережной. Далее субботники будут продолжаться уже в этой части города. Эффект от расчистки парков очевиден.
Горожане уже успели оценить свободную от мусора набережную и площади. Готовы ли мы принять участие в уборках? Нужны ли нам общегородские субботники? Вот что говорят об этом горожане. Минусов предостаточно, так же, как и плюсы. Минусы тоже лавочки. Хотелось бы чуть-чуть больше урн. Силами города это невозможно сделать. Это должна быть культура жителей, культура самих приезжих. Вот это немножко хромает у нас. Начнем чистить набережную. Я имею в виду ту ее часть, где участки принадлежат частным лицам, но там уже выросли деревья, никто за ними не смотрит, к сожалению. Но чтобы не перекидывать друг на друга эти работы, мы проведем эти работы и покажем этим собственникам, в каком виде это все должно быть. Прошедший на днях сильный ливень стал своего рода тестом для русел городских рек, в которых была проведена глубокая чистка. Потопы обошли столицу стороной, реки не вышли из берегов. С утра в Сухуме сотрудники коммунального управления приводили в порядок все парки и фонтаны. Каждый год я приезжаю, но в течение больше 5 лет уже приезжаю сюда. И очень красиво становится здесь. Раньше вот как-то в центре здесь вот разрушены были здания. Все это вот, ну, не до конца еще восстановили, но уже ощутимо. Видимо, денег у администрации не хватает у местных, вот, но пытаются все облагородить, поэтому людям нравится здесь. А очень удобно, вот мы гуляем, спокойно здесь прогуливаемся, потому что нет транспорта, вот дорожка, то есть именно для пешеходов. И наслаждаемся морским воздухом, очень комфортно нам. Выходить или не выходить на субботник – индивидуальный выбор каждого человека. Но все, кому это по силам, должны принять в нем участие. Надо понимать, что то, как выглядит наш город, зависит не только от работы коммунальщиков. Когда понимаешь, что и зачем ты делаешь, любое занятие становится важным, а значит и приятным. Так давайте создавать красоту и уют своих любимых двориков, парков, садов. Ведь это частица природы нашей Родины. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Минсельхоз России передал в дар Министерству сельского хозяйства Абхазии 27 единиц специализированной техники для сельскохозяйственного пользования. Помимо тракторов, российский Минсельхоз также передал различные прицепные агрегаты для обработки почвы и лечения растений. Вся техника прибыла в Гудаутскую МТС, откуда в ближайшее время будет распределена по районам республики. Репортаж Саида Джарсаля. Тракторы «Беларусь» в количестве 24 единиц, а также 3 больших современных трактора «Кировец-701» в скором времени будут задействованы в районных МТС республики. С техникой были завезены специальные прицепные системы, которые способны выполнять самые различные виды работ – глубокую вспашку, поверхностную обработку, уплотнение и рыхление почвы. В числе агрегатов и специализированные опрыскиватели, предназначенные для лечения растений на больших участках. Кроме того, на днях из Москвы и Краснодара приезжают специалисты, которые будут обучать местных водителей использованию новой специализированной техники. Как раньше работали, мы так не имеем права уже работу вести. То, что техника получили, с России приезжают, проверяют, она поломана или сколько выполнения дала. Должны коллективная работа вести с руководством сел. Мы уже под 12-13 лет держим старые трактора, потому что безвыходное положение. Ремонты делаем. Эти новые, я думаю, что сейчас ребята, которые взялись за это дело, они будут смотреть. По словам специалистов, заводской гарантийный срок эксплуатации новых тракторов подобного вида 6 лет, а при хорошем техобслуживании машина проработает намного больше. Совсем скоро новые тракторы снабдят необходимыми прицепными орудиями, и они будут распределены во все районные МТС республики. Саид Джарсаля, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. На 89-м году жизни после тяжелой болезни скончался Вианор Ирастович Кабба, заслуженный врач-офтальмолог Абхазии, министр здравоохранения Абхазской АССР с 1979 по 1982 годы, депутат Верховного Совета Абхазской АССР с 1980 по 1985 годы. Кроме того, Вианор Ирастович Кабба возглавлял Совет по туризму Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен дождь. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.